Опустевший дом на окраине села Красная Горка местные жители обходят стороной. Никто не хочет вспоминать о том, что здесь в августе прошлого года была убита 9-летняя девочка. После ареста приемных родителей убитой Эллы и Романа Григорьевых хозяйство распродали. Все вырученные деньги теперь идут на оплату казанских адвокатов. У отца семейства их даже двое. Разбросаны детские вещи, нет ни одной куклы, а ведь в семье Григорьевых жили 3 приемные девочки – 8, 9 и 10 лет, и еще 2 мальчиков. Приемному на тот момент было 6 лет и 10 родному. Как следует из уголовного дела, приемным детям некогда было играть. От рассвета до заката они работали на ферме Григорьевых. За любое непослушание и физическое наказание. Больше всех доставалось погибшей Жанне. Вот показания родной сестры. Жанна вывела маму. «Что ты сделала? Не помню что». Когда Жанна была привязана цепью, она уснула. Мама это увидела и стала бить ее по голове и другим частям тела своей палкой железной, с которой находит после аварии. У Жанны плохо работали руки, не сгибались, потому что мама ее била по рукам, заставляли таскать ведра с водой. Истязания происходили систематически и, можно сказать, что постоянно, и в отношении как погибшей Семеновой Жанны, так и других трех детей. То есть их и привязывали цепями, как удалось установить. Как следует из показаний детей, им не разрешалось заходить в дом, если в нем не было приемных родителей. А все потому, что приемыши якобы воровали сладкое, деньги и без спроса ели продукты, как подтверждение показаний 6-летнего брата. Вроде бы Жанна выпила сок из подвала. Потом папа кричал на нас, сказал, чтобы мы ели коробку из-под сока. Порезал ее ножом. Мы ели коробку. Потом у меня болел животик. На страничке Романа Григорьева мы нашли фотографии счастливого семейства. На ней супруги и 2 родных детей, маленький сын и старшая дочь Татьяна. 4 приемных детей в семье появились 6 лет спустя. В марте 2016 года их передали из Алексеевского приюта «Забота». Родных пьющих родителей за год до этого лишили прав. В новой семье дети должны были получить заботу, а вместо этого... А вот та самая баня, в которой Элла Григорьева, как утверждают дети, она и обварила кипятком свою приемную 9-летнюю дочь. Девочка получила ожоги 2 и 3 степени. Никаким врачам родители не обращались, ребенка лечили дома. Как следует из показаний детей, родители продолжали избивать даже больного ребенка. Когда уже проходили ожоги от того, что ее облила кипятком мама, папа пришел домой. Папа стал наносить удары Жанне по голове обеими руками. Когда папа первый раз ударил Жанну, она упала и ударилась головой. Не помню, какой частью, а лестницу 2-этажной кровати. После папа продолжил наносить удары обеими руками по голове. Роковым стало 4 августа 2018 года. Как установило следствие, вечером по возвращению с рыбалки отчим увидел Жанну, играющую в песочнице. Разозлившись, он начал избивать приемную дочь. Через несколько часов девочка, не приходя в сознание, умерла на глазах у брата и сестер. После нанесения Григорьевым Романом телесных повреждений ребенку, они и не подумали, что она умерла сначала. Они, то есть, в своих показаниях говорят, она стала лежать как кукла. То есть, может быть, из-за возраста они сначала не поняли, то есть мертва она, не мертва. 9-летнюю Жанну похоронили на кладбище на окраине родного села в Новошерстминском районе. Как утверждали Григорьевы, падчерица подавилась яблоком. Однако судмедэксперты установили, что причина смерти – закрытая черепно-мозговая травма. На теле мертвой Жанны обнаружили следы от 16 ударов, 11 из которых были нанесены металлическим тупым предметом. Но была ли это та самая палка, при помощи которой Элла Григорьева передвигалась после аварии? Следствию доказать не удалось. И еще одна деталь. На теле девочки эксперты обнаружили повреждения, которые позволяют предположить, что она подверглась действиям сексуального характера. Но доказательства собрать не удалось. Почему такое произошло? Я не чувствую. После смерти девочки выяснилось, что в приемную семью детей передали с нарушением закона. На тот момент Григорьевы были в разводе. К тому же учителя, соседи, как следует из уголовного дела, знали о том, что над детьми издеваются дома, но никаких мер не было принято. Согласно показаниям свидетелей, то да, они и вели замкнутый образ жизни, семья Григорьев в последнее время, и уже детей соседи перестали видеть даже на такие моменты, когда дети, соседи хотели поиграть с детьми Григорьевых,
им было, то есть, отказано. После скандала детей вернули в местный приют, а начальник отдела опеки Алексеевского района Елена Секалина за допущенную преступную халатность была приговорена к 1,5 годам лишения свободы условно и уволена. Новый руководитель отдела опеки Елена Горелова от комментариев отказалась. Молчанием ответили и педагоги приюта «Забота». Так что нам неизвестно, как после трагедии проходили реабилитацию пострадавшие дети. И такими ли несносными они были, как, оправдывая свою жестокость, описывали приемышей отчим и мать. И это же Секалина, она перед тем, как любая комиссия собиралась посещать эту семью, был звонок, что приедет комиссия. У них уже на тот момент все тишь да гладь, все дети одеты, обуты, умыты. Анастасия Семенова – та самая женщина, которую вместе с супругом Алексеем в 2015 году лишили родительских прав за пьянку. Впервые своих детей после долгой разлуки она увидела после похорон Жанны по ходатайству следствия. Они просто вышли, я говорю, это не мои дети совсем. Ребенка привезли хранить, это не мой ребенок. Это просто скелет, обтянутый кожей. По мнению родной матери, Жанну в качестве жертвы Григорьевы выбрали не случайно. Девочка была слишком независимой. А если во время своих побегов из приемного дома соседи помогли Жанне, прислушиваясь к ее мольбам о помощи, этой трагической истории не было бы вовсе. Это просто ужас и рассказ. Я говорю об этом. Как он ее пинал, как он ее кидал, это просто как мячик. И дети все это видели. Спустя полгода после трагедии по решению Новошишминского районного суда семья Семеновых воссоединилась. Чтобы вернуть свои родительские права, Семеновы уже давно завязали с алкоголем, устроились на работу и взялись за ремонт дома. Сейчас ребята ходят в школу в родном селе. Как говорят местные жители, дети всегда стараются держаться втроем и с опаской смотрят на каждого чужака. Нет, мы не соцзащита. Ты испугалась, что ли? Да. Боишься? А что боишься-то? Да ну это соцзащита, конечно. А что, они к вам регулярно, что ли, ходят? Нет, Нет? не было пока. Пока еще не было? Мы думали, вы нас хотите украсть. Не вспоминаете про горку? Да нет, я пытаюсь не вспоминать, потому что это жуткая история. Спустя год после трагедии в Верховном суде Татарстана стартовал процесс по делу Григорьевых. Но по ходатайству прокурора республики Ильдуса Нафикова дело было возвращено на доследование. Элла и Роман Григорьевы категорически отрицают свою причастность к убийству своей приемной 9-летней дочери. По их мнению, уголовное дело было построено исключительно на показаниях малолетних детей. Но мы-то понимаем, что такое даже не каждый взрослый сможет придумать. После того, как Роману Григорьеву переквалифицируют преступление на убийство с особой жестокостью, процесс в Верховном суде Татарстана продолжится. Будет ли это суд присяжных, мы пока не знаем. В этом вопросе у Григорьевых нет общего мнения. Элла Григорьева настаивает на обычном формате рассмотрения уголовного дела. Бывшая приемная мать понимает, что если присяжные вынесут вердикт «виновны», наказание за преступление будет более суровым. К примеру, Роману Григорьеву по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью», то есть убийство в присутствии детей, может грозить 20 лет лишения свободы или вовсе пожизненное заключение. Елена Горбунчик, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.